Добрый вечер. Я Владимир Некляев, кандидат у президента Республики Беларусь. Хотел бы в этот вечер поговорить с вами по-человечески. Как вы были тут, в этой студии, послухать вас, почуть, а не все говорить самому. Тем больше, что у нас уже есть один говорун. Говорить, говорить и говорить. Щодня. Сегодня одно, а завтра інше. А праця, заняток президента не говорить, слухать, слухать і чуть усіх своїх міністрів, економістів, чиновників, студентів, пенсіонерів, міліціонерів слухать і чуть. Аналізувати почутое, робити висновы, приймати рішення і на основе этих решений приймати праз парламент законы. Непорушные державные законы. И уже ими говорить с людом, говорить с громадством. Повторяю. Слушать, анализировать, делать выводы, принимать решения и на их основе принимать через парламент законы. Вот занятие, работа президента. И совершенно не важно, кем до того, как он стал президентом, этот человек был по профессии. Уверяю вас, из поэта президент может выйти ничуть не хуже, чем из директора совхоза. Примером тому хотя бы Вацлав Гавел, президент Чехии, поэт, драматург. Он не стал учить чехов, как сортировать картошку. Он их слушал, анализировал, понимал, делал выводы и принимал законы. Нерушимые, одинаковые для всех, в том числе для президента и прежде всего для президента. Я знаю, что любое зерно засевается в землю прикладно на 3 сантиметра. И я знаю, что про это ведае Сейбіт. И я не стану казать Сейбіту, как он сеял на 3 сантиметра. А Сейбіт не придурывался передо мной. Ой, дякуй, товарищ президент, что вы сказали. А то я хотел посеять на 10, как оно не проросло. Треба ж неяк поважать людей. Усе своє життя, приймаючи тое ці інше рішення, я сповідав 3 принципи. Перший принцип – пристойність. Другий принцип – здоровий сенс. І третій принцип – повага до людей. І коли мене питаються, чим я гарантую тие предвыборные обіцяння, які я даю вам, где гарантии того, что мы будем рухаться наперед, что країна буде багатеть, что життя у вас буде поляпшаться и поляпшаться, я кажу, я вам гэта гарантую менавіта пристойнасцю, здоровым сенсом и повагой до вас, до людей, при прыняцці любых рашэнняў. Гэта тое, ад чаго я ніколі ў сваім жыцці не адступлю. Паспрабуйце знайсці гэтыя прынцыпы ў рашэннях сегодняшней улады. Вот я в самом начале сказал, что работа президента слушать. А теперь вы мне скажите, кто-нибудь, когда-нибудь в этой стране вас выслушал? Весной активисты компании гражданской компании, где я являюсь лидером, «Говори правда», разнесли по всей стране, во все почтовые ящики побросали открытки с обратным адресом администрации президента Республики Беларусь. Чтобы вы задали свои вопросы, чтобы вас услышали, чтобы вам ответили. Кто-нибудь из вас получил ответ? А те несколько тысяч открыток, которые вы, не доверяя почте, где эти открытки уничтожались, доверили мне, чтобы я передал их в администрацию президента, в администрации не приняли
просто отмахнулись. Еще потребовали, чтобы я от каждого из вас принес справку, что вы мне сделать это доверили. Компания «Говори правду» собрала 105 тысяч подписей за то, чтобы в Минске появилась улица имени Василия Быкова. Нашего национального гения, нашей славы, нашей гордости. Я пришел в горисполком. Председатель горсовета лично пообещал мне, что улица будет. Мы обошли все квартиры, все приемные, всех депутатов. Все говорили, конечно. В чем вопрос? Нет вопроса, будет улица. А Лукашенко в ответ. Простите, эмоции у меня очень близкие отношения с Василием Быковым были. Дулю всем тем, кто подписался, 100 тысячам, дулю депутатам горсовета, дулю председателю горсовета. Всем. А почему? Только потому, что Лукашенко ему когда-то не поклонился. Ну пусть он тебе не поклонился. Пусть он даже сказал о тебе резкие слова, но ты бы их послушал, и, может быть, все было бы совсем иначе. Но так не случилось. И еще одна деталь, которая характеризует пристойность улады и повагу до людей. Раз у 5 год Лукашенко проводит так званий Всебелорусский народный сход. Проводится он звичайно одноліково. Збираються люди, Лукашенко промовляє, усі пляскають і кричать «Ура!». Я так само захотів там виступити. Я маю на це право, я кандидат у президенти. Я хочу викласти свою програму, щоб її вислухали, задали мені питання. Я собрав 27 тисяч підписів. 27 тысяч людей подписалось за то, как я от ихнего имя выступил на этом сходе. И они делеговали мне свои голосы. Отгадайте, з одного разу потрапив я делегатом на этот сход. На моем шляху устала уся президентская вертикаль, ОМОН, милиция. Але, обійшовши милицию, і ОМОН, і президентську вертикаль, на гэты сход потрапив депутат Палати представників, мой знайомий. Я у його спитався, а де ти вибирався? А кольки людей за тебе проголосували? І він сказав, я не по голосуванні, я по запрошенні. І показав мені те саме запрошення. Дык і у мене є запрошення. У 6 вечера, 6 снежня, у той самый день, коли будет проходить той самый сход, усенародный белорусский сход, на який меня не пустили, я запрошаю вас на Привокзальную площадь, где я скажу то, что не дали мне сказать на этом съезде, где прогучит не только забороненное слово, а забороненная музыка. Усё, что в этой краине заборонено. Ляжите под каменем, приходьте на Привокзальную площадь, где будет пикет кандидата у президента Республики Беларусь Владимира Некляева. Там, на вокзале, где сапраўдны народ, мы и проведем сапраўдный народный сход.